Таджики были в шоке, узнав эту новость. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какие погранзаставы закроются в ближайшее время. Подписывайтесь на наше обновление и точно будете в курсе всего самого актуального. В то время как власти Таджикистана официально не проинформировали о достижении договоренности по границе, председатель ГКНБ Кыргызстана заявил, что по обе стороны границы прекратят свою работу 8 пограничных постов. Кыргызская редакция сообщает, что Камчыбек Ташиев проинформировал об этом журналистов 25 сентября сразу же после встречи таджикской и кыргызской делегации на КПП Кызылбел. Таджикская сторона же лишь подтвердила встречу делегации, но ничего не сказала о снятии или временной переостановке работы погранпостов. В информации Хукумата Сагдийской области речь шла только об отводе военной техники с линии границы. Официальное информационное агентство Хавар в воскресенье разместило лишь информацию о том, что ГКНБ Таджикистана и Кыргызстана подписали протокол о прекращении пограничного конфликта, но не раскрыла деталей. Как отметил Ташиев, в первой части протокола речь идет о том, что для предупреждения конфликтов в будущем было решено законсервировать пограничные посты, постоянно приводящие к конфликтам. Во-первых, это застава Бедак с таджикской стороны и Тамдык с кыргызской стороны. Там не будет ни военнослужащих, ни обычных граждан. Во-вторых, это посты Булак-Баши с кыргызской стороны и Кех с таджикской стороны. Также с таджикской стороны Каракчикум и Шаршене, Кататус и Дача с кыргызской стороны. Так не будет по 4 поста с кыргызской и таджикской стороны. Тем самым создана возможность устранить источники предыдущих конфликтов, сказал Ташиев. А как вам такое решение проблемы? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Таджикские власти пока никак не прокомментировали это заявление Ташиева. По сообщению Хукумата Сагдийской области 25 сентября представители двух стран в очередной раз акцентировали внимание на снятии с линии границы дополнительной военной техники. В пресс-релизе этого местного органа власти говорится, было подчеркнуто, что вся военная техника должна быть возвращена на постоянное место дислокации, а стороны должны решать возникающие проблемы на основе взаимопонимания. Кроме того, стороны считают необходимым, чтобы жители приграничных участков могли свободно перемещаться и чтобы были восстановлены дружеские отношения между двумя народами, населяющими приграничье. Еще 19 сентября стороны достигли договоренности об отводе от границы дополнительных войск и военной техники. Однако эта договоренность реализована не была, и о причинах срыва ничего не известно. В то же время, вот уже почти 2 недели обе стороны обвиняют друг друга в переброске большого количества войск и военной техники к линии границы. Мы нашли общий язык, общее понимание, подписали протокол, и мы убеждены, что наступит настоящий мир на наших государственных границах. И мы будем организовать свою деятельность по всем направлениям, по политическим, по экономическим, по социальным, по всем другим вопросам в духе интересов наших двух братских народов. А как вы думаете, на этот раз у них получится все? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.